Как уже несколько раз Да. заявляли, да, что среди 35 освобожденных политических заключенных всего лишь один представитель коренного народа Крыма, это Эдем Бекиров. Он провел в застенках ФСБ 270 дней. И Сейчас мы очень рады встретить его в этой студии. Я попрошу всех, пожалуйста, встать под бурные аплодисменты. Это Эдем Бекиров, который 269 дней пробыл в застенках Кремля. Эдем ага. Эдем ага. Пожалуйста, присаживайтесь. Может, вы поможете? Пожалуйста, присаживайтесь, Эдем Эдем ага. ага. Да. Да, девушка, микрофон, пожалуйста. Хош келдіңіз, buyurunuz. Селям алейкум. Алейкум селям. Присаживайтесь. Эдем ага, пожалуйста, микрофон. Ну, во-первых, Эдем ага, здравствуйте. Селям алейкум. Салам алейкум, добрый вечер. Не хочу на суржике говорить. Можно я буду говорить на русском языке и кое-где на татарском, чтобы всем было доступно, наверное. Будет удобнее. Хотілося б на українській мові розмовляти, але за цей період, коли я там знаходився, трошки підзабув. І не хочеться українську мову ламати. Buyurunuz. Саглс. Я очень рад вас всех видеть здесь. Я очень рад, что сегодня я оказался здесь. Я благодарен всем, кто хоть маленькое участие принял в освобождении нас, моряков, нас, будем говорить, гражданских, не военных, но которые сегодня отстаивали честь Украины в Российской Федерации. Я благодарен каждому человеку, каждой правозащитной организации. Благодарен руководителям Меджлиса, благодарен руководителям государства. Благодарен телеканалу АТР, который каждый день оповещал все, что происходит там. Мне слов нету выразить эту благодарность. Поэтому, если вы позволите, я не буду всех перечислять, но всем перед всеми. И моряки точно так же преклоняют голову перед всеми теми, кто хоть принял маленькое участие в освобождении сегодня их, которые вернулись домой. Но этим вопрос не закончился. Сегодня более 100 человек, наших политзаключенных, крымских татар, находятся в застенках СИЗО. С ними никто не считается, власти не считаются. Они им просто лепят клеймо, статью, срок. Статья, срок. Все как Олегу Сенцову. Без разбора. Прилепили, 20 лет, иди, родной. Вот Сибирь большая, иди помогай. Точно так же сегодня происходит в Крыму. Это идет, называется это, я и говорил на судах это, что это называется медленная депортация крымско-татарского народа со своей родины. Ну, политика Путина недолговечная, конечно. Все в этой жизни меняется. Наш народ в 1944 году выслали, но наш народ вернулся. Я уверен в этом, что наш народ в скором будущем опять вернется на свою Крымско-Татарскую автономную республику. Она будет.
хочет Путин этого, или власти их не хотят, или не хотят. Но это обязательно будет. Потому что такие люди, которые сегодня находятся там в СИЗО, которые прошли это СИЗО, патриоты. Патриоты Украины, патриоты нашего народа, которые система не смогла сломать их. Просто. Каждый вечер при открытых окнах Ахтембей знает, что каждый вечер открывают открытые окна в СИЗО во внутренние дворы. И каждый вечер крик «Слава Украине!». Это я вам честно говорю, без каких-либо преувеличений. Там есть украинские ребята, которые, не боясь ничего, все равно поднимают голос за Украину. Поэтому впереди много ждет еще работы. Сегодня вы обсуждаете, я вот мимо роком там мне дали посмотреть беседу, диалоги. Да, сегодня от каждого много зависит. Не только от президента, не только от Меджлиса, не только от каждого даже рядового человека, который принимает участие в борьбе за освобождение одного человека, политзаключенного. Это надо должное отдать. Мы должны сегодня все вместе объединиться, не смотреть, какого мы вероисповедания, какого мы граждане Украины. Мы должны бороться за свой народ, за своих людей, за свою культуру. Да, российское государство мощное, невозможно ее победить силой, но ее можно взять умом.